черкесском языке всего лишь 4 падежа. Именительный падеж, эргативный, послеложный и обстоятельственный. Давайте их рассмотрим на примере слова «телефон». Телефонер казет. Дай мне телефон. Это именительный падеж. Телефоном епш. Посмотри в телефон. Это эргативный падеж. Телефон часоп Саша. Я говорю по телефону. Это послеложный падеж. Телефону хуар. Все телефоны. Это уже обстоятельственный падеж. И хоть падежей всего 4 и падежных окончаний в совокупности всего 6, использоваться они могут в абсолютно разных ситуациях. Именительный падеж может использоваться в 4-5 различных ситуациях. Эргативный падеж может в некоторых случаях выступать в качестве объекта, в некоторых в качестве